Что плохого в том, что есть люди, которые готовы вкладывать несколько миллиардов рублей на единицу своего бизнеса в Абхазии? Мы за инвестиции, понятные инвестиции, которые принесут пользу в первую очередь абхазскому народу. Родственники ваши не получали? Нет, не получали. Была не так давно создана рабочая группа в стенах парламента, и представители нашей организации там участвуют. Мы всецело поддерживаем эти реформы Конституции. Нет, наверное, ни одного абхазского села, в котором я не побывал за эти годы. Надо уважать наш народ. И наш народ есть за что уважать. Аслан Бжаня зря старался. Все нормально. Адгур Амиранович, здравствуйте, рад вас приветствовать. Встречаемся мы с вами во время интервью, к сожалению, не первый раз в период политического кризиса, как и сейчас. Давайте порассуждаем о том, что все-таки стало причиной нынешнего политического кризиса. Ну, это не первый политический кризис, который происходит в Абхазии. К сожалению, с одной стороны, политический кризис в Абхазии обусловлен тем, что система государственного управления не соответствует духу того времени, в котором мы уже находимся. Необходимы серьезные фундаментальные изменения. Это с одной стороны. С другой стороны, люди, которые возглавляли Абхазию, не были готовы к тем изменениям, которые требуются в наше время, к той динамике, к той повестке, которую нам навязывает сегодняшняя мировая обстановка. Вот если в совокупности взять, это вот причинно-следственная связь, она вот такая вырисовывается. Я все-таки попрошу вас, возможно, детальнее поговорить о том, что послужило последней каплей для того, чтобы народ все-таки встал, и в результате этих возмущений Аслан Бжаня был вынужден уйти в отставку. Ну, как известно, последней каплей стало соглашение об инвестициях, так называемое соглашение об инвестициях, потому что к инвестициям никакого отношения данное соглашение не имеет, но, откровенно говоря, все это имело накопительный характер, потому что Аслан Бжаня, экс-президент Абхазии, проводил откровенно антинародную политику, агрессивно антинародную политику. Он продвигал инициативы, которые были направлены на сужение нашего суверенитета. В принципе, он открыто об этом и говорил, о том, что нам необходимо поделиться частью суверенитета на самой заре своего президентства. Но он активно говорил о том, что мы сами ничего не можем. Даже дошел до того, что на встрече с активом в городе Тхварчал он говорил о том, что даже земля будет принадлежать тем, кто ее лучше сможет использовать, намекая на то, что абхазский народ не справился с вопросами строительства собственного государства. Говорил о том, что нам нужно отдать, по сути, Абхазию под внешнее управление. И на данном этапе можно совершенно четко говорить о том, что этот политический кризис, он обусловлен тем, что столкнулось две идеологии. Первая идеология – это сохранение независимого абхазского государства, укрепление его институтов. Если говорить простыми словами, это путь Владислава, продолжить путь Владислава. Это идеология государственников, то направление, тот курс, который мы поддерживаем, с одной стороны. С другой стороны, та идеология, которую проводил экс-президент Аслан Бжаня, ее можно назвать неолиберальной повесткой. Она была направлена на то, чтобы полностью отдать под внешнее управление все направления экономической части нашего государства. Были попытки отдать иностранным инвесторам и энергетическую сферу Абхазии. Во всяком случае, делали все для того, чтобы довести ситуацию в энергетической отрасли до кризиса, для того, чтобы под нажимом этих обстоятельств отдать нашу энергетическую систему под внешнее управление. То есть вот целый ряд шагов, который был направлен на то, чтобы лишить нас, в первую очередь, экономического суверенитета. Ну и, как известно, когда страна теряет экономический суверенитет, за этим идет и лишение политического суверенитета. Вот эта неолиберальная повестка, которую проводил экс-президент, она столкнулась с народом, который считает по-другому, с государственниками, которые считают, что Абхазия должна оставаться независимым государством.
Ну, для всех в Абхазии очевидно, что инвестиции нам нужны. И вы об этом очень много раз говорили. Есть закон об инвестициях 2014 года, есть инвестиционное агентство, которое работает уже очень много лет. Этого недостаточно. Реально нам нужно придумывать какие-то новые соглашения, законы и так далее для того, чтобы по-настоящему обратить внимание инвестора на Абхазию. Ну, во-первых, нельзя проводить прямые параллели между инвестиционным, так называемым инвестиционным соглашением и инвестициями. В Абхазии нет никого, кто против российских инвестиций. Но мы за инвестиции из Российской Федерации. Мы вообще открыты для инвестиций. Но есть большая разница между инвестициями и тем, что предлагал экс-президент. Инвестиции должны быть частью плана развития экономики Абхазии, а не наоборот. Абхазия должна стать частью разных инвестиционных проектов. Вот ключевая разница. А что касается привлечения инвестиций, действительно у нас есть действующий закон об инвестиционной деятельности. Более того, между Абхазией и Россией подписано еще в 2009 году соглашение о взаимной защите и поощрении инвестиций. То есть уже есть целая инфраструктура обеспечения инвестиционной деятельности в Абхазии. И в рамках этой инфраструктуры на территории Абхазии уже много лет довольно успешно работают компании с участием российского капитала. Я хочу вам напомнить, что в Абхазии работают такие компании, как Мегафон, Роснефть, ННК довольно активно осваивает наш рынок и ряд других компаний. Если взять экономические показатели, то топ-10 налогоплательщиков Абхазии – это компании с участием российского капитала. Ну, Адгур Амиранович, что плохого в том, что есть люди, которые готовы вкладывать несколько миллиардов рублей на единицу своего бизнеса в Абхазии? И для них готовится новое инвестиционное соглашение. У нас там, может быть, рабочие места появятся. Нет, если вы имеете в виду соглашение... Инвестиционное соглашение имею в виду, да. Да, но в рамках этого соглашения, о котором вы говорите, никаких рабочих мест в Абхазии бы не появилось. В рамках тех проектов предусматривалось в том числе и привлечение собственной рабочей силы. В рамках этого соглашения предусматривалась возможность переноса некоммерческих рисков на абхазское государство. В рамках этого соглашения предусматривалась возможность обойти нашу вообще банковскую систему, привлекать свои банки. То есть, а зачем нам такие инвестиции, когда не востребована наша рабочая сила, не востребованы наши банки, наша судебная система? То есть это уже не инвестиции, Саид, это уже совершенно другая категория. Мы за инвестиции, понятные инвестиции, которые принесут пользу в первую очередь абхазскому народу. И если говорить о привлечении крупных инвестиций, нужно привлекать инвестиции в те отрасли, в которых наши граждане пока еще не смогли реализовать довольно успешные проекты. Например, в аграрный сектор или в перерабатывающую промышленность, экспортоориентированную перерабатывающую промышленность, пищевую промышленность. Здесь у нас целое поле, как говорится, непаханное поле. Пожалуйста, мы готовы привлекать инвестиции в эти направления. А привлекать и крупный капитал и давать ему супер льготы, и льготы, которых нет у наших внутренних предпринимателей в сферу туризма, в сферу оказания туристических услуг, и не только гостиничные комплексы, я имею в виду и экскурсионные, и транспортные услуги, сфера питания и так далее. Я считаю, что это направление довольно динамично развивается с участием и помощью наших граждан. Зачем лишать хлеба наших граждан и отдавать это каким-то крупным капиталам? На самом деле ни одно государство, которое заинтересовано в развитии собственного народа, на это не идет. Мировая практика наполнена целым рядом примеров. То, что предлагал Аслан Джани, это как раз модель, которая довольно успешно реализована в ряде стран, которые относятся к странам третьего мира. Когда узкая группа коррумпированной верхушки в совокупности, в кооперации с внешним крупным капиталом выстраивает модель, где основная часть населения народа находится в нищете, находится за пределами экономической политики, экономической жизни страны, а все ресурсы высасываются из страны, и вот узкая группа коррумпированной верхушки кормится. И, ну, есть такие примеры, я не хочу сейчас называть какие-то страны, вы без меня знаете, если не хочу кого-то обижать. Это не наша модель.
Абхазский народ не заслуживает такого отношения. Исторически мы не заслужили такого отношения. А абхазская земля, каждый сантиметр абхазской земли пропитан кровью наших предков, которые отдали свои жизни за независимое абхазское государство. Мы не имеем права здесь даже думать о таком отношении к нашему государству. Нужно делать все для того, чтобы именно нашим гражданам было завтра хорошо. И именно вот с такими подходами в рамках нашей государственной экономической политики мы готовы привлекать завтра инвестиции, но никак иначе. Отказ от инвестиционного соглашения Аслан Бжани и его сторонники напрямую связывали с тем, что резко ухудшатся абхазо-российские взаимоотношения. Более того, вот в угоду всей вот этой риторики, постоянно оппозиционно настроенную часть общества к Аслану Бжани он называл антироссийски настроенной. Вот это на самом деле достаточно такая опасная, наверное, политика, которую проводил Аслан Бжани. Вот сегодня, как вы оцениваете? Аслана Бжани нет, инвестиционных соглашений нет. Как вы оцениваете абхазо-российские отношения? Есть ли угроза нашей дружбе? Те старания и то, что делал Аслан Бжани в качестве президента, в том числе и выступая на федеральных каналах Российской Федерации, по сути, оклеветал свой собственный народ, жаловался на свой собственный народ. Какая-то часть российской общественности, конечно, это воспринимает, потому что не вся российская общественность детально знает, что происходит в Абхазии. И когда из уст первого лица звучат такие вещи, кто-то это и воспринимает. Но Россия и Абхазия – это союзники. И мы не только словом, но и делом доказывали, доказываем и будем доказывать. И есть глобальные процессы, в которых сегодня активно участвует Российская Федерация. Идет глобальное противостояние и формируется новый миропорядок. Та модель, которая была сформирована по итогам Второй мировой войны с 1945 года, Организация Объединенных Наций, ее устав, все это сегодня подвергается жесточайшей ревизии. И после развала Советского Союза на определенном историческом этапе был сформирован так называемый однополярный мир. Но сейчас идет формирование уже многополярного мира. Конечно, когда происходят такие тектонические сдвиги, не обходится без потрясений, без жертв. Вот все, что мы наблюдаем вокруг, это события на Украине, в Сирии, в Карабахе и так далее. Я думаю, что и Ближний Восток, события в Израиле, это все взаимосвязанные, взаимоувязанные вещи. И, кстати, в формировании многополярного мира активное участие принимают и наши граждане. К сожалению, более 50 граждан Абхазии уже сложили головы на полях СВО. Героически сражаются наши ребята. Это интербригада «Пятнашка», Ахравицба, который с 2014 года находится на фронте. И это в очередной раз доказывает, что абхазский народ всецело поддерживает Российскую Федерацию. И, кстати, хочу напомнить, что в тот период, когда после развала Советского Союза мы, как абхазский народ, пострадали как раз из-за того, что мы выступали за сохранение Советского Союза. Может, многие забыли, я об этом уже говорил и повторю еще раз. Когда проводили всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза в рамках новой Конституции СССР, Абхазия абсолютным большинством проголосовала «за», тогда как Грузия проигнорировала этот референдум. Но, несмотря на это, подавляющее большинство абхазов, русских, армян, греков и всех национальностей, проживающих в Абхазии, они поддержали идею сохранения Советского Союза в рамках новой Конституции. И нам это не простили. Нам это не простили те силы, которые тогда делили Советский Союз в рамках тех границ, которые мы сегодня наблюдаем. И поэтому и тогда, в тот период, мы не отвернулись от Российской Федерации. Мы были с Российской Федерацией и ориентированы на Россию даже в те времена, когда Россию было принято считать слабой. После развала Советского Союза действительно были очень тяжелые времена. Поэтому никаких оснований для того, чтобы кто-то
думал о том, что в Абхазии есть некие антироссийские настроения, абсолютно не существует. Это не что иное, как политические спекуляции. Все, что происходило вокруг этого соглашения и по ряду других вопросов, где были фазы острого противостояния, это исключительно внутренние наши вопросы. Но, видимо, экс-президент посчитал для себя правильным вовлечь в наши внутренние вопросы Российскую Федерацию и под самым некрасивым и подлым образом обвиняя свой народ. И на что это было рассчитано? Давайте смоделируем. Вот идет война. Российская Федерация находится сегодня, по сути, противостоит по всему коллективному Западу. В это самое время наш президент выступает на федеральных каналах в России и говорит открыто, подтекст ведь был такой, говорил о том, что вот ваши враги есть не только на Украине, есть они еще и в Абхазии. То есть каких действий и какие шаги он провоцировал со стороны Российской Федерации. Если вы включите фантазию, здесь очень все понятно и просто. Это такая подлая попытка решить свои внутренние политические вопросы с помощью внешних сил. На самом деле необходимо было больше думать о своем народе, быть ближе к своему народу и больше общаться со своими людьми, со своими гражданами, а не находиться непонятно где, на разных мероприятиях, там, подмосковных гольф-клубах и так далее, и заниматься теми проблемами, которые реально волнуют наш народ. Ну вот то, что в Абхазии нет антироссийских настроений, мы с вами хорошо знаем. В абхазском обществе тоже все это прекрасно, хорошо знают. Все мы с вами общаемся с огромным количеством людей. Когда ты типа серьезно начинаешь говорить про то, что у нас есть антироссийские настроения, ты встречаешь улыбку среди вот местных жителей. Вот наверняка у вас есть личные контакты в Москве. Вот сегодня в Москве понимают, знают, что в Абхазии, ну, правда, нет этих антироссийских настроений? Или все-таки вот эта вот политика обжания уже дала свои результаты? И вот есть сложности. Ну, отвечу коротко, Саид. Аслан Бжаня зря старался. Все нормально. Адгур Амирович, в 2020 году вы баллотировались на должность президента с должности министра экономики в вице-премьера Республики Абхазия. Ну, можно сказать, что у вас политического опыта не было. Как вы считаете, насколько важно кандидату в президенты и будущему президенту иметь этот политический опыт, в частности, политический опыт работы в оппозиции? Это, безусловно, богатейший опыт, который я получил за последние 4,5 года. Я благодарен нашим гражданам за то, во-первых, за то, что они принимали активное участие во всех вопросах, которые касаются безопасности нашей страны, касаются наших национальных интересов. Ведь никакая политическая партия или политические лидеры не способны повлиять на ситуацию, если не будет всенародной поддержки. И мы видели как раз в рамках событий 15 ноября, что пришли люди, которые не состоят ни в каких политических партиях и общественных объединениях. Это простые люди, простые граждане, которые были обеспокоены своей судьбой и реально ощущали опасность от той политики, которую проводил Аслан Бжаня. Если говорить конкретно обо мне, конечно, Саид, это колоссальный опыт, который я получил за эти годы. Но вот если вот там на примерах приводить, нет, наверное, ни одного абхазского села, в котором я не побывал за эти годы. Очень много людей, с которыми мне довелось лично пообщаться. Ты становишься намного ближе к своему народу, и это опыт, который ничем нельзя заменить. Потому что когда ты работаешь в государственных структурах, все-таки ты большую часть времени находишься внутри кабинета. А здесь в рамках общественной деятельности, в рамках оппозиционной, в том числе, деятельности, ты общаешься с людьми на улице, на местах, и это незаменимый опыт. Я с большим уважением и теплотой отношусь ко всем процессам и к тем, кто поддерживал все эти годы ту политическую повестку, которую мы продвигали. Поэтому этот этап нужно пройти любому политику, потому что по-другому открывается Абхазия, по-другому начинаешь оценивать проблемы нашего общества, по-другому, вообще по другим ракурсам видишь все процессы, которые происходят в нашей стране. Поэтому всем, кто
хочет в большую политику, я бы рекомендовал, конечно, вначале заниматься общественной деятельностью. Вспомним еще выборы 2020 года. Они завершились избранием Аслана Мжани. Вы поздравили его с победой на выборах. И, в общем-то, вся страна замерла в ожидании новых таких политических взаимоотношений между властью и оппозицией. Ну, в какой-то момент что-то пошло не так. Расскажите об этом. Да, действительно, это по нашей инициативе было. Мы сделали все для того, чтобы, по сути, изменить политическую культуру в нашей стране. Прийти и поздравить своего оппонента, на моей памяти таких примеров не было. Мы пошли таким путем, надеясь на то, что все-таки удастся изменить политическую культуру в нашей стране, чтобы вот этих уличных противостояний в перспективе не было. Ведь это даже те события, которые произошли в ноябре прошлого года, да, это были вынужденные меры, это реакционная политика, но эти события ведь не красят нашу страну. Я думаю, что ничего хорошего нет в том, что вот эти противостояния, уличные столкновения, они в очередной раз попали в мировую повестку, и они были связаны с Абхазией. Конечно, хотелось бы этого избежать. И мы делали все, Саид, для того, чтобы все-таки мы сумели наладить такой нормальный, конструктивный диалог. Но, к сожалению, экс-президент и его команда, они с самого начала, во-первых, отказались от всех своих предвыборных обещаний. Ну, доходило до смешного, когда, я помню, даже вы, если я не ошибаюсь, задавали вопрос экс-президенту и говорили, что вот было такое обещание, он отказывался, потом появлялось видео, где он об этом говорил. Это первая часть. Вторая заключалась в том, что экс-президент и его окружение, они проводили откровенно антинародную политику. То есть не было никакого плана развития, собственного развития Абхазии, государства, укрепления институтов. Все свелось к тому, чтобы просто как бы каким-то меркантильным личным интересам. Ну, разве Аслан Мжани не создавал какие-то советы политические, куда приглашали разные политические партии, чтобы вот там вот вы все собирались, обсуждали? Ну, такие были попытки, ну, скажем так, они носили формальный характер. Вот яркий пример комиссия по конституционной реформе. Действительно, и представители наших организаций были там в этой комиссии. Они проработали долгое время, подготовили целый пакет нормативных актов, проектов нормативных актов. Но потом в итоге Аслан Мжани взял этот пакет, переделал на свое усмотрение и отправил в парламент. То есть получается, что работа комиссии была не учтена. То есть вот такое формальное отношение было. А если говорить о экономических реформах, была создана еще одна комиссия, которую курировал, кстати, вице-президент Бадр Азураевич Кумба по экономическим реформам. Эта комиссия вообще, насколько я понимаю, 1 или 2 раза заседала, никаких результатов не достигнуто, и все про нее забыли. И таких примеров много. То есть для какой-то галочки создавались какие-то комиссии, но реально никто не хотел диалога, никто не хотел проводить какие-то изменения и реформы. Все свелось к тому, что необходимо там строить апартаменты, там, продать этот участок, предоставить в рамках инвестиционного соглашения беспрецедентные льготы там, каким-то инвесторам. То есть все свелось именно к этому. Поэтому и произошло обострение политической ситуации. Мы искренне этого не хотели. Вы знаете, даже было такое, что упрекали и меня лично, и нас, говорили, что там беззубая оппозиция. Было такое. Меня, честно говоря, и лично много раз упрекали о том, что вот почему я торможу протест, почему более радикально какие-то действия не предпринимаю. Это было действительно и внутри оппозиционного движения, там разные силы есть, разные настроения были. Но я старался до последнего стяжать ситуацию. Даже вот если взять ноябрьские события, Саид, за несколько дней до намеченной сессии я публично сделал обращение. Единственное, что я попросил, это перенести вопрос соглашения до предстоящих выборов президента Республики Абхазия. Я попросил сделать так, потому что это дало бы возможность нашему народу определить. Вот вы говорите, если проанализировать в принципе,
Это же и для Аслана Бжани было хорошо. Получается, переносится вот это обсуждение острого вопроса, проходят выборы, которые и так должны были пройти в начале 2025 года. В чем была спешка? Так быстро, экстренно принять это соглашение? Ну, наверное, это можно объяснить несколькими обстоятельствами. Во-первых, Аслан Бжани, экс-президент Абхазии, намного раньше потерял связь с реальностью. Это первое. Второе, по всей видимости, надо еще провести аудит этого соглашения и всех потенциальных бенефициаров этого соглашения. По всей видимости, там была какая-то и коррупционная составляющая, поэтому, вот, наверное, не терпелось все это реализовать и получить какие-то финансовые возможности перед предстоящими президентскими выборами. Я для себя так отвечаю на этот вопрос. Хотя, действительно, вы правы, логически, если посмотреть, и оппозиция наоборот, если бы оппозиция была бы настроена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, найти какой-то предлог, оппозиция наоборот бы не предлагала бы таких вещей. Мы предложили совершенно цивилизованный подход. Есть президентские выборы предстоящие, очередные, и у народа Абхазии есть возможность на этих выборах показать, поддерживает он эту повестку Аслана Бжани или нет. Но от такого предложения ни один здравомыслящий политик, на мой взгляд, не мог отказаться. Но, видимо, вот отрыв от реальности, вот такая уверенность в собственной безнаказанности, уверенность в каких-то других, наверное, вещах, о том, что вот им все можно нарушать закон. Ведь было много разных прецедентов за эти 4,5 года, когда откровенно нарушался закон, когда для сторонников Аслана Бжани закона практически не было. Закон распространялся только для тех, кто оппонировал Аслану Бжани. Ну, один раз прошло, 2 раза прошло. И вот это, наверное, породило определенную такую вот чувство самоуверенности. Но вот, как показала практика, абхазский народ не смог остановить ни забор, ни военная техника. И я хочу отдельно подчеркнуть, что и представители силовых структур в большинстве своем проявили сдержанность и мудрость, потому что они выходцы из абхазского народа, они тоже имеют возможности анализировать, давать оценки тем или иным инициативам. В конечном итоге они тоже, по всей видимости, вот если проанализировать то, что произошло в ноябре, они поддержали абхазский народ. Если говорить о безнаказанности, вот я готовился к интервью с вами, общался с разными людьми, так пытался нативно спросить, что бы они хотели спросить у вас. Наверное, один из главных вопросов: в случае вашего избрания, будете ли вы инициировать какие-то расследования в отношении Аслана Бжани и других приближенных к нему лиц? Во-первых, президент не инициирует расследование. Этим занимается правоохранительная система. Ну, обратить внимание Но правоохранительных органов, если как сложится это должно быть. что абхазский народ окажет нашей команде честь возглавить абхазское государство, естественно, такие поручения правоохранительной системе будут даны. Все-таки Абхазия не может существовать вне модели справедливого общества. А все, что происходило последние 15, а то и 20 лет, нельзя назвать справедливо. Поэтому нужно все-таки перешагнуть эту черту, привлечь к ответственности тех, кто осознанно подвергал наше государство серьезной опасности, пытался лишить нас экономического, политического суверенитета. По сути, еще раз говорю, это моя субъективная оценка. Я не юрист, но тем не менее я оцениваю как экономист. Я неоднократно называл эти действия диверсией. Я называл команду так называемых отраслевых профессионалов диверсантами экономическими. Я считаю, что это действия, которые приравниваются к государственной измене. Иной раз, Саид, складывается такое ощущение, на самом деле, объективно говоря, такое ощущение, что некоторые руководители высшего уровня, они, вот знаете, вот я же сказал, диверсанты, как будто бы мы их отправили во вражеское государство и дали им поручение нанести максимальный экономический ущерб нашему вражескому государству. Вот их действия вот именно такие были. Я вот слышу разговоры о том, что если Адгур Ардзинба станет президентом, всех, кого он не поддерживал, начнут массово увольнять,
я не знаю, палки в колеса начнут ставить. Как вы будете действовать в этом Ну, это, направлении? конечно же, неправда. Ну, во-первых, я работал в Министерстве экономики, в кабинете министров, в администрации президента. Я очень хорошо знаком с представителями районных администраций, практически со всеми, ну, с большей частью, как минимум, глав сел Абхазии. И среди них огромное количество очень достойных, патриотичных людей. И в структурах правительства работают очень достойные люди. Я имею в виду среднее звено, младшее звено. Поэтому никогда я не относился к тем людям, которые по политическим признакам разделял людей, работая в Министерстве экономики. Кстати, вот та программа, о которой недавно говорила депутат Государственной Думы от Коммунистической партии, о том, что там были распределены кредиты, это, кстати, не безосновательно она говорила, хочу вам сказать. А вот в нашу бытность мы распределяли эти деньги в рамках открытой прозрачной комиссии на конкурентных условиях. Все знали участников, кто участвует в этой программе, на каких условиях они получают кредиты. И среди получателей этих средств были люди, которые являются сегодня моими политическими оппонентами. Родственники ваши не получали? Нет, не получали. Но это легко проверить, ведь там весь список открыт на сайте Министерства экономики, благо еще не удалили, до сих пор все эти материалы есть. Поэтому я никогда не делил людей по политическим каким-то взглядам. Единственное, конечно, те люди, которые там определенная часть, там небольшое количество, там может быть там 3-4 человека, основные такие вот идеологи вот этой антинародной политики, они, конечно, я думаю, что должны быть привлечены к ответственности. А все остальные, ну, по способностям, по умению выполнять те или иные задачи, по профессионализму. В системе государственного управления, Саид, я проработал более 10-11 лет. Я прошел все этапы. То есть я начинал работу с главного специалиста. Это самое низкое, как бы, первое звено в Министерстве экономики. Поэтому я все этапы прошел. Нет ни одного государственного служащего в правительстве Абхазии, в администрации президента, да и практически во всех районных администраций, которых я не знаю. Я знаю их профессиональные возможности, я знаю как бы их другие качества. К сегодняшнему дню основная группа кандидатов в президенты уже известна. Абхазскому обществу известно, какие люди стоят за этими кандидатами. Условно, там Бадра Гунба, наследник политики Бжани и так далее и тому подобное. А кто стоит за вами? Есть ли такие люди? Вот это хороший вопрос, потому что я полагаю, что некоторые наши политические долгожители, они как раз вот не могут смириться с той мыслью, что вот должна произойти смена поколений. Что они прекрасно знают, что за мной никого нет. За мной есть мои соратники, мои друзья, мои единомышленники и абхазский народ, на который я всецело надеюсь и полагаюсь. И мои идеи и убеждения. Вот что мной движет. А все остальное это выдумки, провокации. А так действительно, да, происходит следующее. Определенные политики, долгожители в политике, как я уже говорил выше, они никак не могут смириться с тем, что вот даже если представитель нового поколения приходит во власть, он обязательно должен быть под покровительством кого-то из вот этих вот таких вот наших матерых В политике. политики. Да. Но у меня, хочу вам так сказать, я опираюсь на опыт наших старших. Среди моих друзей, можно сказать, или тех людей, к которым я прислушиваюсь, есть много людей старшего поколения, довольно опытных людей. Я даже могу сказать, вот, допустим, есть вот Союз интеллигенции, это Надар Викторович Чанба, Нукзар Чичкович Лого и много других, сейчас всех не перечислить. Это вот представители такого старшего поколения, основателей национально-освободительного движения Абхазии. Есть и целый ряд моих соратников, которые известны уже общественности. Это молодые люди. Есть люди младшего поколения. Есть люди, которые работали со мной в Министерстве экономики. Они все поддерживают сегодня меня. То есть
Есть представители разных национальностей. Поэтому мы никогда не делили свой народ на своих и чужих. И за Адгура Марзенба, в том смысле, в котором вы задавали этот вопрос, никого нет. Вы так плавно, в принципе, ответили на мой следующий вопрос, кто ваша команда. А я вот, возможно, хочу сам себя поправить. Не знаю, я так уверенно сказал, что Бадра Гунба наследник политики Аслана Бжани. В принципе, я лично от него такого не слышал. Знаю, что вы после протестов какое-то время поддерживали связь. Не знаю, сейчас поддерживаете или нет. Можем ли мы вообще так говорить? Может быть, это и неправильно было с моей стороны. Ну, я бы не хотел сейчас комментировать Бадру Зурабовича Гунба, но в любом случае у него, как уже у кандидата в президенты, будет возможность объяснить абхазскому обществу свою позицию по тем или иным острым вопросам. Насколько я информирован, Бадра Зурабович Гунба в качестве вице-президента поддерживал инициативу по апартаментам, поддерживал последнее инвестиционное соглашение и ряд других инициатив. Но если он был не согласен с этой повесткой, у него будет возможность об этом сказать публично. Во всяком случае, когда он работал вице-президентом, бок о бок с Асланом Бжани, он публично нигде не высказывался против этих инициатив. Поэтому, исходя из этого, мы можем с вами абсолютно уверенно говорить, что Бадра Зурабович является проводником той повестки, которую продвигал Аслан Бжани и его окружение. Продолжая тему актуальных вопросов от общества Адгура Ардзенба, конечно, людям хочется знать про реформы. Я понимаю, что это, по идее, если говорить об этом детально, отдельное, целое большое интервью, но вот, может быть, какие-то ключевые моменты, которые вы считаете важным отметить, расскажете об этом. Конечно, реформы необходимы, они давно назрели. Более того, у нас есть программа, которая будет опубликована в ближайшие дни. И очень важно отметить, что мы подготовили, наши специалисты подготовили проект первого указа президента. И, кстати, этот документ довольно профессионально составлен, и любой, кто будет избран завтра в качестве президента Абхазии, может этим воспользоваться. Там прописаны конкретные шаги и сроки реализации тех или иных реформ, действий в части экономической, социальной политики. Все это будет опубликовано. А так, если говорить обобщенно, реформы давно назрели. Это реформа исполнительной власти. Исполнительная власть наполнена целым рядом дублирующих институтов. Во-первых, госаппарат сильно раздут. Ну и Аслан Бжани об этом тогда еще очень активно говорил, что сокращать будут госаппарат. И Аслан как будто бы Бжани все об этом говорят. Вот вы готовы об этом делать говорил и не сделал. Мы об этом говорим мало, но сделаем гораздо больше, потому что это жизненная необходимость. Не потому, что мы хотим кому-то помешать и так далее. А Нет. людей куда этих девать, которых придется сократить? Речь ведь идет не столько о рядовых сотрудниках и сотрудниках среднего звена. Речь идет о сокращении количества руководителей. Потому что один руководитель, министр или его заместители, обходятся в стране порой дороже, чем содержание целого коллектива. Поэтому об этом идет речь. Остро нуждается в реформировании система государственной власти на местах, местные органы власти. Здесь речь идет о том, чтобы дать им гораздо больше полномочий. Потому что сегодня до смешного доходит, когда глава администрации района, например, для того, чтобы приобрести, допустим, какой-то спортинвентарь для спортивного учреждения, который стоит 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, ему необходимо все эти вопросы согласовывать, пересогласовывать здесь в Сухуми. То есть это на самом деле неправильно, потому что у органов местной власти должно быть гораздо больше маневра и гораздо больше свобод принимать решения, в том числе и финансовые. Это касается и глав сел, и городов в районах. То есть здесь нужно дать больше возможностей районным администрациям. Больше полномочий надо дать представительным органам на местах. Это районные собрания. То есть здесь очень много вопросов, которые нужно поменять. И законодательную ветвь власти тоже будет необходимо реформировать. Я абсолютно убежден в том, что
парламент необходимо избирать по смешанной системе. И, кстати, это в перспективе поможет нам минимизировать возможность политических кризисов. Тогда как, когда партии, политические силы будут иметь возможность находиться внутри парламента, как политические партии, это даст возможность уже внутри здания парламента обсуждать те или иные вопросы. То есть и по мажоритарной системе, если говорить, была не так давно создана рабочая группа в стенах парламента, и представители нашей организации там участвуют. Мы всецело поддерживаем эти реформы Конституции, которые сейчас обсуждаются. То есть вот целый пласт реформ, которые необходимо будет проводить и в экономической части, и в финансовой части, и в сфере образования, здравоохранения, обороны и безопасности. Это вообще отдельный блок, который необходимо обсуждать вообще часами. Это можно не одну передачу этому посвятить, потому что в этом смысле мы вообще абсолютно праздный образ жизни ведем, без деталей. То есть здесь нам необходимо очень серьезно, особенно учитывая то, что происходит в мире вокруг нас, необходимо очень серьезно подумать над тем, чтобы усилить мобилизационную подготовку и так далее. То есть, Саид, очень много вопросов, которые стоят на повестке. Я абсолютно уверен, что мы со всем этим справимся, мы полны решимости и энергии для того, чтобы преодолеть все эти трудности. Очень часто президентов, спустя какое-то время президентства, обвиняют в том, что они перестали слышать свой народ. Во-первых, что это значит? Что значит перестать слышать свой народ? И как вот внутренне возможно себя от этого огородить? И вот как вы говорили, не потерять связь с реальностью. Вы наверняка об этом думали. Во-первых, это не всех президентов в этом обвиняли. Вряд ли в этом можно обвинить первого президента Республики Абхазия. Да? И справедливости ради надо сказать, что и второй президент Абхазии, Сергей Васильевич Багавшин, тоже был близок к народу. Я и не могу сказать, что Рауль Джумгаевич Хаджиба не был близок к своему народу. И, кстати, вот в отношении Рауля Джумгаевича очень много было несправедливой критики, но я совершенно точно могу сказать, что этот человек ни на 1 миллиметр не сдал национальные интересы Абхазии. Я вам хочу просто напомнить один эпизод, когда в 2015 году я, будучи министром, выступал против продажи недвижимости. Помните, у нас проходил здесь экономический форум, и я вступил в дискуссию, выразил свою точку зрения, хотя тогда генеральная линия была немножко другой, вы помните. Рауль Джумгаевич как президент имел и полномочия, и возможности меня отстранить от работы, как-то повлиять на меня, но он этого не сделал. Наоборот, он всячески поддерживал возможность выражать свою точку зрения. Поэтому я не могу сказать, что все президенты не слышат свой народ. Что касается последнего президента, это же всем известно, что он большую часть времени проводил за пределами Абхазии. Но как можно слышать свой народ, находясь за пределами Абхазии? Надо ездить, общаться с людьми. И не тогда, когда какая-то есть проблема, а находить время, приехать в село, пообщаться с людьми, рассказать им о том, что происходит, что получилось, что еще не получилось, что планируется. Ничего от президента не убудет. Абхазия довольно небольшая страна, в течение часа-полутора можно оказаться в любой точке Абхазии. И для меня лично это большое, огромное удовольствие общаться с нашими людьми. Ведь наш народ очень терпеливый народ, очень мудрый народ. Если честно, открыто работать, во-первых, не преследовать свои какие-то личные интересы, корыстные какие-то интересы, а открыто, по-человечески доносить ситуацию, то с большим уважением, во-первых, к тебе будут относиться. Вспомните времена блокады. Может, вы не помните, вы совсем были ребенком, но я хорошо помню, это были тяжелейшие годы. Но люди с пониманием относились, потому что Владислав Григорьевич открыто объяснял, что мы заложники этой ситуации. Народ выдержал. Но даже сейчас, вы вспомните, у нас не было какой-то период времени, 2-3 недели электричества. Очень это сказывалось в нашей экономике и так далее. Но наш народ с пониманием к этому отнесся. Надо уважать наш народ. И наш народ есть за что уважать.
Это героический народ, с народом надо общаться, быть надо открытым. И я считаю, что как раз ограничивало экс-президента быть открытым в том, что и помыслы у него были нечистые. А если у тебя помыслы чистые, если ты делаешь действительно то, во что ты веришь, то, что ты считаешь принесет пользу твоему народу, твоему государству, наоборот, это одно удовольствие общаться с людьми. И даже если будут оппоненты, с ними тоже можно общаться и доносить свою точку зрения, приводить свои аргументы. Это нормально. Кстати, это в рамках наших абхазских традиций. Адгур Амирович, как раз вы проговорили про энергетический кризис. Тема очень острая, тема очень болезненная. Есть мысли в этом направлении. Мы правда хотим уже жить в стране, где есть нормальный свет. Ну, на самом деле парадоксальная ситуация. Мы имеем свою генерацию, мы получаем до 2 миллиардов киловатт-часов в год. Проблема в том, что за все эти годы мы не смогли наладить систему таким образом, чтобы этого количества электроэнергии нам хватало. Плюс ко всему, в 2020 году, во второй половине 2020 года, экс-команда легализовала майнинг, что спровоцировало резкий скачок потребления. Соответственно, на сегодняшний день дефицит электроэнергии в Абхазии по итогам года составляет порядка 850 миллионов киловатт-часов. Это огромное количество электроэнергии. Конечно, у нас есть свое видение, есть план, как выйти и вывести страну из энергетического кризиса. По оценкам специалистов, пошаговые действия в течение 3-4 лет принесут определенные плоды, которые стабилизируют ситуацию. Что нужно делать? Если говорить коротко, это дорога с двух сторон. С одной стороны, это сокращение потребления, сокращение потерь, которые у нас огромное количество в сетях, свыше 20%. Почему свыше? Это минимальная отметка на всех подстанциях, и вниз по распредсетям 20% потери считаются. Там в некоторых местах и до 40 доходит, и до 50%. Сокращение этих потерь с одной стороны, а с другой стороны увеличение количества вырабатываемой электроэнергии. Речь идет о восстановлении 3 неработающих перепадных гидроэлектростанциях, которые находятся в Гальском районе. Это 2-я, 3-я, 4-я. Вот в совокупности вот эти меры позволят нам выйти из энергетического кризиса, и альтернативы этому нет. И при этом сохранить энергетическую систему Абхазии государственной, то есть народной, что в перспективе позволит нам балансировать тариф на уровне социального. Конечно, тариф, который резко увеличился за последние годы решением правительства, мы этот тариф будем сокращать, потому что этот тариф нерациональный. Люди не могут платить не потому, что не хотят, у них нет возможности платить. Вот я недавно был в одном из абхазских сел Гудаутского района, люди принесли и показывают мне список должников, и перечислены фамилии, там 52 тысячи, 53 тысячи рублей. Ну, объясните мне, откуда возьмет крестьянская семья, которая не имеет никаких источников доходов, кроме как натуральное хозяйство, деньги, чтобы оплачивать электричество в таких объемах. Поэтому нужно здесь грамотно рассчитать. Конечно, в селе Пакващ или там Члоу, Кутол, Дурипш, там и Джирхуа, ваше село, Хуап, не может быть такой же тариф, как, допустим, вот в моем городе Новый Афон. В Новом Афоне у людей чуть больше возможностей. Да и там не должен быть такой высокий тариф, который сейчас есть. То есть я к чему это говорю? К тому, что тариф необходимо сократить до того уровня, чтобы люди реально могли платить. И вместе с этим необходимо предпринимать меры по увеличению собираемости. А это в первую очередь установка приборов учета, счетчиков по-простому. На сегодняшний день установлено до 30 тысяч приборов учета в Абхазии. Кстати, как показала практика, установка приборов учета приводит к резкому сокращению потребления минимум на 22-23%. Это минимум.
Например, там в ряде городов там до 37, до 40% где-то сокращается потребление. Поэтому вот все эти действия необходимо будет проводить. Конечно, у нас и так еще, вы упомянули 2020 год, и тогда у нас было в планах в сфере энергетики предпринимать определенные шаги. Но здесь ситуация, конечно, усугубилась теми решениями, которые были приняты экс-правительством, экс-президентом. Но в любом случае альтернативы этой дороге, этому пути нет. Мы обязаны и должны сохранить энергетическую систему государственной. Очевидно, выборы – это большой стресс для любого общества, тем более для такого маленького, как наше. Я помню, как в истории Абхазии кандидаты в президенты встречались, о чем-то договаривались, например, я не знаю, в рамках закона проводить предвыборную кампанию. Вот есть что-то такое вот в эту предвыборную кампанию между вами, кандидатами? Какая-то такая связь, может быть, вы обсуждали что-то подобное? Пока еще нет. Но это же не первые президентские выборы, в которых я участвую. И если взять выборы 2020 года, я думаю, что в обществе ни у кого нет сомнений в том, что, во всяком случае, наша команда проводила и предвыборную кампанию, и все процессы в рамках закона, в рамках политической культуры и этики. И мы также намерены продолжать. А все остальные кандидаты, я думаю, что они тоже именно так настроены. Я на это надеюсь. В завершении нашей сегодняшней беседы, Адгур Амирович, скажите, пожалуйста, вот какой вы видите Абхазию, возможно, в ближайшие 10-15 лет? Я вижу Абхазию, безусловно, процветающей страной. Страной, где свобода личности уважается государством. Страной, где гражданин Абхазии имеет возможность жить, работать и учиться на своей земле. Страной, которой не угрожает никакая военная угроза. Страной, которая способна защитить себя сама, экономически развита. Вот такой страной я вижу Абхазию. Но на данном историческом этапе действительно мы проходим определенный экзамен исторический. Мы находимся на развилке. Я об этом говорил уже выше. Та политика, которую проводил экс-президент Аслан Бжания по уничтожению нашей независимости, нашего суверенитета, по сдаче наших национальных экономических интересов, или же политика по сохранению нашей государственности, по развитию институтов нашей страны. Этот экзамен нам предстоит сдать сейчас на предстоящих президентских выборах 15 февраля. И от того, какой выбор сделают наши граждане, будет зависеть наша дальнейшая судьба.